Приветствую всех телезрителей канала Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». И в очередной раз, не опять, а снова, мы в гостях в творческой мастерской у Евгении Щукиной. И, Женя, очень рада тебя видеть снова. Спасибо, что согласилась на съемки. И мы, как обычно, будем делать что-то красивое, оригинальное своими руками. И сегодня это у нас харасхалы. Верно. Правильно? Да. Правильно. Вот какие примерно, да, вы можете увидеть здесь на столе разложено. Мы сейчас покажем вам обязательно вблизи, сможете разглядеть. Жень, ну они разные все. Они все разные, не похожи друг на друга, и мы сегодня тоже будем импровизировать. Примерный цвет у нас Катя уже выбрала, и мы будем его собирать. Сегодня мы будем полностью в духовном мире. Так. Харасхалы — это наша защита, обереги, тем более мы народ такой вот любим, чтобы у нас всегда была какая-то мощь, да, и мы вот при помощи оберегов себя, ну, не только, наверное, оберегаем, ну, какая-то вот вера, да, тоже есть, что в нашей жизни это главная вера. И мы вот верим во все. Так. Сегодня мы будем, ну, несложно догадаться, Катя любит розовый цвет, я думаю. Катюша у нас розовый, она даже ногти под эту передачу сегодня специально для харасхала. Месяц назад. Месяц. А я специально сняла. И, ну и, конечно, вот можно сказать, что это цвет такой популярный сегодня, да? На сегодняшний день, да. Цвет Барби. Цвет да? Барби. Многие сегодня выбирают розовый, в топе, наверное. И цвет вообще девчачий, да, сам по себе розовый. Просто вот после вот фильма Барби, наверное, он еще более такой актуальный стал. Но мне самой нравится розовый цвет. Ну, стало ли больше покупателей, да, выбирать именно розовые какие-то вещички, бусинки, да? Покупателей стало, да, вот гораздо больше, потому что сейчас же у нас мода пошла, тенденция на тематические вечеринки, и многие вот прямо украшения делают из вот этого розового цвета, там, Хай Барби. Так интересно, да, Хай Барби как-то уже, да? Мне кажется, уже скоро будет не розовый цвет, а у вас есть Хай Барби, да, цвет? Да. Конечно, есть. Вот, да, отдельное название. Отдельное название какое-то. Ну, и, ну, цвет такой сейчас на пике. И вот сейчас ты будешь тоже в тренде. Мы сделаем тебе харасхал девчачий. Круто! Да, мы еще, кстати, выберем оберег. Он именно является защита женщины, девочки. У каждого, да. Потому что есть обереги разные. Я вот буду делать на семью, а ты будешь делать на защиту девчачий тоже. Здорово. Да. И сейчас мы приступим собирать его. У нас будет немного другая методика. Многие же у нас тоже делают такие защиты, как брелки для машин. Мы делаем универсальный, его можно как на машине использовать, так же, как на изголовье повешать, где ты спишь. Он будет как еще немножко ловец снов. Да. У нас же этническая культура все связано, по сути, и можно его использовать разно. А многие еще используют, как украшение одевают. Ну, это уже на ваше усмотрение. На стену можно повесить, да? Они потому что, ну, громоздкие, не такие маленькие. Ну, стоит отметить, что это, как ты сказала, твоя авторская идея. Да, это моя авторская идея. Очень красиво. Это у меня сначала, знаете, как получилось? У меня, ну, как сказать, приобрела вот такие вот, как кабошоны, ну вот, орнаменты. И в итоге я думала, как их использовать. И потом смотрю, у меня остатки материалов. И такая начала крепить, и в итоге получился вот такой вот интересный... Все родилось в процессе, как обычно. Да, в импровизации. Ну что, можем приступать? Да, мы сейчас будем приступать к работе. Начнем мы с постановки композиции. У нас вот такой есть ювелирный специальный коврик, чтобы у нас тут не разбегались наши детальки. Очень, кстати, удобная вещь. Так, ну, сначала мы разложим с тобой композицию, как мы хотим видеть поочередность, да? Последовательность наших камушков. Кстати, мы используем тут еще натуральные камни, чтобы еще больше удвоить эффект. Многие же делают, кстати, конский ворс, а мы используем натуральные камни. Тоже своя фишка. Так.
Ты можешь сама комбинацию положить, как тебе нравится. Сочетание цветов это очень важная Чтобы не деталь. сильно сливалось, да, получается? Что-то подчеркнуть, потому что мы используем нежно-розовый и немного фуксии. И иногда неправильное построение цветов может, ну, сделать грубо получится или не совсем адекватно. Или наоборот, может быть, блекло. Да, можем, вот, допустим, когда прикладываешь, смотришь, подходит, не подходит. Ага. Ну и вот получается вот такая композиция. Говорю. Тебе нравится, да? Ага. Красивенько. Ага. Ну, можем поменять, если хочешь. Да, давай все поменяем. Нет, мне нравится. Я доверяю. Можем вот так еще сделать, смотри. Более амбре пустить. Амбре. Эмбре. Да, можно так. Можно вот так даже вообще. Амбре тогда, да? Все-таки выбрали амбре. Амбре это тоже от светлого к темному, ну или наоборот. Это тоже такие фишечки наши, да, получается. Ну и все, начинаем скреплять. В бижутерии мы используем вот такие материалы, как штифты, пины, кремпы, да. И мы сейчас будем со штифтами работать. Это такие, как английские булавки, но у них, да, тупой конец. И что мы делаем? Мы начинаем нанизывать бусины на них. Здесь, видишь, у нас кончик остается небольшой, тогда мы можем его уже скрепить, сделать закругление. И все у нас, видишь, получается. Специальный инструмент. Да, специально. Это называется круглогубцы. Это самый такой вот ходовой вот материал круглогубцы, плоскогубцы ювелирные. И тут еще кусачки, два в одном. Мы сейчас с ними будем работать, использовать все это. Так, ну и сейчас ты берешь вот так тоже нанизываешь. Здесь, смотри, у нас получился хвостик довольно большой. Мы его чуть-чуть откусываем. И все, и делаем закругление. Тут у нас еще, видишь, есть регулировка, какой у нас будет. Потолще, потоньше, да? Потоньше. И вот так ну выглядит легко, так достаточно. Сейчас посмотрим. Сейчас попробуем. Выглядит легко. Так. Так, закрепляй. Берешь, закругляешь это все. Ой. И делается это тоже легко. Получается. Когда у тебя большой стаж, ты можешь уже и плоскогубцами закруглять. Так, у меня не получается, делай сама все. Так, нужно вот делать нажим, чтобы у тебя бусины не бегали. Постарайся подстраховать пальцами. И здесь вот хоп, и вот так. Чуть-чуть легоньку. И все, у тебя получается такая петелька. Можно еще немножко плоскогубцами подкорректировать. Так, отрезать лишнее, да? Лишнее убираем. Это ты не той частью. Вот видишь кусачки? Надо на глаз примерно определить. Ну, я всегда работаю на глаз. И плоскогубцами, хоп, закругляешь. Так. Между собой соединяем наши цепочки, которые мы собрали. И делаем воединую нить. У нас получается такая цепь из камней и бусин. Ну, в принципе, да, если инструменты хорошие, это сразу, да, видно. Если приноровиться, да. Да, то это не очень-то и сложно. Ну и главное желание. Вообще харысхалы, всякие обереги нужно делать всегда с хорошим настроением, с чистым разумом, да. Катя там запуталась. Да. Я реально запуталась тут чуть-чуть. Да, возьмем, давай плоскогубцы, и они тебе помогут, чтобы вот так, да? поджать, попасть в бусину. Делай давление на тот кончик. На какой? Ну вот где у тебя, да.
Так, закрепим наши наконечники. Наконечники мы выбрали вот такие оригинальные шарики. Внутри там находятся камушки тоже. Да, очень красиво. Ага, они, получается, Можно из так их. стекла. Да, необычно, да, вот Мгм. такое, наверное, вообще. Да, кстати, можно еще использовать как сережки. Да, снять с Тебе харасхала и же- надеть А, надеть. да, и Мгм. один так оставить на украшение, да. вот здесь. Почему нет? Кстати, тебе жестко подходит. Может, Да? сделаем тебе сережки? Так. Как вы думаете? Как вы думаете, зрители, подходите или нет? Ты какой? Нет, делаем харасхал. Так, Мгм. тебе нужно вот будет достать серебряные, вот видишь, колечки сверху лежит. Ага. Колечки? Ага. Какие колечки? Вот это? Вот, ага, контейнер вот этот, да, Ага. верно. Какая ты молодец, Катя. Такой Мгм. сообразительный. Вообще. Так. И самый наш финишный, предфинишный, это мы закрепляем при помощи колечек наши готовые нити. Мгм. Закрепляем, берем колечки, наш харасхал, И сразу, да? да, закрепляем, и там нужно, главное, хорошо все четко Закрепить, да? закрепить, да. Ага. Мы колечки разводим в стороны, чтобы вот так, видишь, и Мгм. ровненько Мгм. попадаем. Мгм. Мгм. Вот, Было видишь? аккуратненько, Да, и красивенько. ровно, ага. Мгм. Чтобы он не выбежал потом. Мгм. Мгм. Вот так, смотри, берешь, Я предлагаю все это сделать тебе. вот так берешь и в сторонку делаешь. Хоп. Вот Так, так. да, не Мгм. так. Так уже Мгм. все ты колечко испортишь. Мгм. Ну, и может сломаться уже, да? Да, но она потом не соединится, и будет отверстие, и будет выпадать. Мгм. Из-за этого он так делается, потому что когда ты его обратно восстанавливаешь, он четко, ровно стоит, видишь? Да, да, да. Его даже не видно вот этот. Мгм. Мгм. Это такие тоже моменты, которые нужно учитывать. Вот так. Ювелирная работа, да, такая идет. Вообще. Мгм. Вот. Видишь, Так, ровно так, да? что? Стоит. Ага. Висюлечки наши готовы, да? Висюлечки готовы. И Висюлечки. теперь у нас самая финишная осталась прямая. Это у нас Мгм. мы делаем крепление нить. Берем лощеный шнур. Сюда мы еще сделаем такой переход тоже, бусину какую-нибудь. Выбери Мгм. какой. Давай вот тоже камушек натуральный можем. Давай. И какой-нибудь вот такой, да? Мгм. Вот так можно Мгм. переход сделать тоже. Мгм. Типа Да, да, мини-амбре. очень. Скрепляем тоже Мгм. также через наш штифт. Убираем лишнее. Мгм. Лишнее небольшой хвостик отрезаем. Закрепляем. Мгм. Так, ну вот такой красивый получился. Мгм. И нам опять же понадобится Колечко. наше колечко. И его тоже также таким же методом раздвигаем в разные стороны и закрепляем нашу небольшую композицию, да, Мгм. из бусин. Тут у нас использованы светоотражающие бусины. Они, кстати, Да? они на свет реагируют, будет такой прямо. Ух ты. Ага. И натуральные камни. И тут еще камни под кварц, тоже Мгм. сахарные. Очень Мгм. красиво. Очень красиво все у нас получилось. Мгм. И вот так. Такой наш харасхал. Так, ну что, Мгм. наш харасхал готов. Уже готов. Катя Классно. большая молодец, ты справилась. Там Да. немножко корректировки были, но Мгм. все получилось неплохо. Мгм. Если ты захочешь быть ювелиром или собирать там украшения, приходи к нам. Я Да. тебя возьму к себе на работу. Здорово. Но Да. мне кажется, да, вот даже вот я сделала, да, и поняла, что вот человек, который захочет сделать сам, в принципе, Да, может. Мгм. Возможно, не так быстро, как Женя. Конечно, Женя у нас уже профессионально, да, с этим работает. Но, в принципе, за один вечер, я думаю, почему бы и не сделать себе вот что-то такое подобное, красоту, да, усердненько посидеть.
немножко, да, попыхтеть Попыхтеть чуть-чуть. пару часиков, да. И собрать будет себе вам, такой оберег. да, будет Кстати, такая очень хороший, красота. как для подарка. Я считаю, что это будет эксклюзив очень шикарный, да? Да. И я думаю, что, опять повторюсь, да, я в предыдущих программах тоже говорила, что ручная работа — это сейчас уже бесценный подарок. Потому что ты уже на человека, ты о нем думал, ты выделил время, а время — это у нас сейчас бесценный ресурс, который нельзя восстановить и вернуть. Да. Это единственный невосстанавливаемый ресурс. Самый дорогой подарок, Самый дорогой, сделанный да, своими руками. Да. И с душой, и энергией. Я считаю, что это очень ценно. Да, классно. Ну а если вот минуточка рекламы, да, если вам нужны соответствующие какие-то материалы, да, для того, чтобы сделать, можете прийти в магазин, да, Евгении Щукиной на Аюнского 11, да? Да. Лавка Мастеров Ева. Вот. Ну и купить, соответственно, и создавать красоту, какую только захотите, я считаю. Что, да, понравится. Женя, ну и, как мы обещали, да, один из хоресхалов мы можем тоже взять и разыграть среди наших телезрителей в утренней программе. Да, мы, как сказать, тоже с душой его сделали, вложили энергию и хотим, чтобы какой-то... Ну, я думаю, что оберег всегда находит своего тоже владельца. И я думаю, тот человек, кому сейчас нужна какая-то защита, он вам позвонит, и вы скажете, вот он вас ждал. Он вас ждал. Да, тебе, видать, сейчас тоже в это время нужна какая-то защита, потому что ты пришла ко мне именно в это время, благоприятное, когда можно собирать обереги. Ну что, Жень, спасибо тебе большое, спасибо огромное. Пожалуйста. Очень жду снова наших съемок. Следующих. Творческих. Да. Я думаю, фантазия твоя безграничная, и мы еще много чего сделаем с тобой. Мы можем сделать хоресхал синего цвета свечи. А потом зеленого. Да, все оттенки, да. Жень, спасибо большое. До встречи. До встречи на телеканале. Может, еще так? Дай 5. Мы справились. Я всегда благодарю. Да, классно. Что? До встречи на телеканале Якутия 24.